Беларусь – одна из самых мало декоммунизированных стран по всему постсоветскому пространству. Это чувствуется на улице, в квартирах и даже в менталитете народа. Многие советские привычки остались у людей в связи с низким уровнем жизни и доходом. Ведь почему до сих пор мужчины ходят в одних туфлях несколько лет, девушки могут не один раз зашивать колготки, а дети донашивают несколько поколений одну и ту же вещь. В СССР это все было обусловлено тем, что многие товары были в дефиците, а сейчас проблема не купить, как скорее деньги на эту вещь иметь. Но не только в вещах проявляется советский дух у граждан, но в другом. Сегодня мы поговорим об этом. И прежде чем говорить, мол, ты не жил в СССР, ты не ел мороженое за 20 копеек, ты не знаешь, как там все было, скажу сразу, все эти советские радости есть до сих пор, и все мы их можем видеть. Какую, сука, просрали страну, какую, сука, просрали страну. В советское время в каждой квартире стояла румынская стенка. Мало того, что квартиры строились в то время и так предельно маленькими, так она еще занимала чуть ли не полкомнаты. В нее по советским традициям клали различную позолоченную посуду, хрусталь, и пользовались это исключительно по праздникам или когда приходили важные гости. Ведь в советское время главное на своих таких же бедных сограждан произвести впечатление и плевать, что мы сами будем хлебать чай из кружки, в которой уже давно нету ручки. Даже рифма получилась. А раньше все было не так, летал Гагарин, играл Спартак. Одна из моих самых любимых постсоветских фишек. Хочу подметить, что даже в России данный феномен уже практически исчез. Вроде бы казалось, что тут плохого. Дети, студенты целый день работают на благо общества, учатся дисциплине и коллективности. Но есть одно но. Эти все мероприятия добровольно-принудительны. Что уже, думаю, много кто меня поймет, что это значит. Что больше, чем половина людей, которые там будут присутствовать, будет, мягко говоря, недовольны, что они находятся в свой выходной день не дома в кровати, а с граблями или лопатой в руках рано утром. И поэтому будут не работать, а наоборот, стоять, ржать и отвлекать всех работающих. На мой взгляд, если к трудолюбию тебя не воспитали родители, то навряд ли это получится у государства. Поэтому эти мероприятия в основном просто лишают человека свободного времени и чувства, что он может иметь свое мнение, идти туда или нет. Ведь нам кричат, что если не ходить на подобное мероприятие, могут быть разные плохие последствия, которые не всегда происходят, как нам обещают. Сказал, всем выйти на субботник. Привез 2 ящика водки, там, и вот такой у нас субботник. Такие у нас субботник. Я гражданин Советского Союза, дороже нет страны моей родной. В СССР, наверное, не понимали, что любой госслужащий работал за счет налогов, которые платили советские граждане. Но зачем обычному советскому человеку это вообще знать? Ведь можно просто портрету Брежнева сказать спасибо за то, что он пополняет госбюджет своего же кармана. Часто ли вам доводилось видеть, как ваши бабушки или другие необязательно пожилые люди благодарили или даже дарили всякие подарки чиновникам просто за то, что они сделали свою работу, за то, что врач вылечил и при этом не убил тебя случайно, а если на дом пришел наконец сантехник, то вообще надо к ногам упасть ему. В советское время люди были в основном хамоватые. На улице не было принято улыбаться без причины, ибо на тебя будут смотреть, как на Ваньку-дурачка. Было нормально трястись в кабинете своего начальника от страха и при этом улыбаться ему до ушей в обмен. Ведь только в СССР все люди были равны друг перед другом, и не было никакой социальной несправедливости. Если у вас дома до сих пор стоит телевизор, то выкиньте его с румынской стенкой с балкона в мусорку. Во времена Холодной войны работала пропаганда на всю катушку. Ведь в отличие от нашего времени, тогда не было интернета или другого альтернативного источника информации. Только Первый канал с диктором, который трещал на всю страну о том, как много мы урожая в этом году собрали. Ну из-за проклятых капиталистов у нас полки в магазинах пустые. Люди упорно верили госсми, и очень большое количество до сих пор верят. Ведь, как я говорил, страны бывшего совка очень слабо развиты, и далеко не у каждого пенсионера могут быть деньги на компьютер или смартфон. А в разных деревнях попросту может быть даже не проведен интернет. На этом у меня все. Все, кто хочет увидеть вторую часть, ставьте лайки, пишите в своих комментариях, что вы еще видите такое постсоветское, что вас очень сильно бесит. Подписывайтесь на канал. Всем пока.